В 90-х под обломками Советского Союза погибла российская история в социалистической интерпретации. Очнувшись после демократического шока, академическая наука обнаружила: на полках книжных магазинов появились десятки сенсационных книг по истории Руси, созданных авторами-чужаками. Их писали физики, математики, географы, лингвисты. Эти издания приобрели огромную популярность. Унылые фолианты советской исторической школы забились на дальние полки. Клан официальных историков занял круговую оборону. Выработал цеховой кодекс: не вступать с чужаками в полемику по существу, откреститься от всего инородного, не отдать ни пяди догматического пространства. Столь популярные у читателей книги в академической среде получили название «folk history» — самодельная история. В прессе и интернете можно прочесть: центральный жанр folk history националистический, рожденный в чаду столкновений между этносами на территории бывшего СССР. Самый знаменитый представитель — пантюркист Мурат Аджи. Мурада Аджи следует направить в психбольницу для инакомыслящих или на лесозаготовки. Жаль, нет испанской инквизиции, дабы сжечь еретика или хотя бы его сочинение. Вспомнилось до боли знакомое: лженаука кибернетика, продажная девка империализма генетика. Авторы фильма не берутся судить об истинности концепции Мурада Аджи. Но невольно возникает мысль: вся современная наука когда-то считалась лженаукой. Так есть ли абсолютная истина или абсолютная правда в истории? Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко те и насытятся, сказано в Священном Писании. Я, Аджиев Мурат, по национальности кумык, родился 9 декабря 1944 года в Москве. Окончил географический факультет МГУ и там же целевую аспирантуру, кандидат наук. После окончания университета работал доцентом в финансово-экономическом институте и вел научную работу. Одна из книг вызвала гнев ЦК КПСС, и я оказался в черных списках. Мне запретили защищать докторскую диссертацию. Поставив крест на диссертации, я ушел в журнал «Вокруг света», занялся историей своего народа кумыков. Но за книгу «Мы из рода Половецкого» по сигналу сверху меня уволили из редакции, и я стал безработным. Карамзина в должность историка возвели царским указом, меня приказом об увольнении. Сейчас я автор 400 статей и более 3 десятков научно-популярных книг. Так и родился Мурат Аджи, профессиональный писатель и свободный человек. От того района Москвы, в котором жил в детстве, мало что сохранилось. Нашего дома уже давно нет. Осталось только дерево, которое посадил, кажется, в 1 классе. Каждый раз, когда прихожу сюда, боюсь, что оно погибло. Кажется, это дерево хранит мое детство, мои мысли, мои воспоминания. Почему занялся историей? Задумался очень давно. Уже тогда, в детстве, я хотел быть путешественником, писателем, историком. Я пишу свои книги, страдая. Голова кругом идет, стоит копнуть отлакированную российскую историю. Даже оторопь берет. Как жить среди такой неправды? У нас выросли поколения людей, впитавших ложь со школьной скамьи. Понимаю, им больно от моих книг. Они страдают. Говорю, давайте собирать правду о Руси. Время пришло. Нет. Защищаются клеветой. Но что спорить? Слишком мало осталось времени. Вижу, брошенные мною зерна часто ложатся на голые камни. Но я не буду освещать дорогу слепому или петь гимны глухому. Лишь людям, чувствующим запах полыни, пьянеющим от него, доверяю свои мысли, свои книги. Для них писал я «Полынь Половецкого поля». Мои книги – это биография потерявшего себя человека, который, просыпаясь после долгого сна, открывает родину и своих предков.
значение истории, оно состоит в том, чтобы картину действительности, той действительности, которая была когда-то в какие-то годы, ее поддерживать и восстанавливать. И история важна, вот как я себе представляю, она не для того, чтобы писать книжки, не для того, чтобы спорить, не для того, чтобы обсуждать, а для того, чтобы уяснить простую мысль, простейшую мысль, что время неразрывно. Что то, что было в прошлом, оно продолжается сегодня и будет жить завтра. То есть вот это вот единство мира, единство цивилизации, единство культуры, единство времени в конечном счете, оно говорит о том, что нельзя искажать прошлое. Если ты исказил прошлое, ты искажаешь свое настоящее и не можешь строить ориентиры какие-то на будущее. К сожалению, мы не можем похвастаться, я имею в виду наша российская история, не может похвастаться вот этой правдой, потому что наука политизирована, и вот эта политизированность науки, она привела к тому, что наука, историческая наука, она практически стала инструментом политики. То есть она не дает пищи, не дает чистой информации для анализа. А если она не дает, то в чем же тогда ее назначение? Тексты летописей, старинные манускрипты, записки путешественников, древние храмы и сохранившиеся каменные изваяния, археологические находки. На основе этих источников Мурат Аджи создал собственную реконструкцию истории. Крест Тенгри – вот точка опоры для поисков истины. Само христианство возникло из веры кипчаков в бога Тенгри, и символ креста ведет свое происхождение от этой веры. Колыбель современной культуры не в Западной Европе, а на Алтае. Дешт и Кипчак, цивилизация Великой Степи, была ядром единого славяно-тюркского государства. Деления на русских и нерусских не было. Всех в государстве объединяла общая вера в небесного бога Тенгри. Почему мы говорим о религии? Да потому что это модель поведения общества. И когда общество разделено, то, естественно, разделены и эти модели. То есть общество неуправляемым становится. Вот трагедия вся в чем. То есть, понимаете, все это о чем говорит? Что кому-то было выгодно разделять и властвовать. То есть это для этого разделения, для этого вот эти вот религиозные различия, для этого этнические различия придуманы, политические различия придуманы, с тем, чтобы только было как можно больше вот этих мелких образований, которыми можно управлять. Все, ответ простой. Где-то лет 45, наверное, я вдруг почувствовал голос крови. То есть мне захотелось узнать, кто я, что я, откуда. И я же ничего не знал, потому что я родился, вырос в Москве, в интернациональной среде воспитывался. То есть, в общем, я никогда не знал, какой я национальности, в чем это выражалось. И когда я поехал в Дагестан, нашел родственников, узнал свою родословную, узнал свою биографию, узнал о том, что мои предки служили в императорском конвое, что они охраняли царя, что это были, в общем-то, знатные люди. И я стал другим. Для меня история, вот 19 века, например, это моя история, потому что я знаю, где участвовал мой прадед, в каких сражениях, что в этот момент делал, 7 поколений, то есть я сейчас могу совершенно точно сказать, что они делали, в какое время, кем они были. Это были, в общем-то, люди, которые представляли Россию. Сегодня этого нет. Сегодня, в общем-то, как-то все решается по-другому. Почему? Да потому что мы не знаем, кто мы, и откуда мы, какие мы, и вообще, что мы собой можем представлять. Вот трагедия. А результат простой. То есть это влияние западничества, вот того самого западничества, которое привело к тому, что был создан, в общем-то, народ-раб, по сути дела. Народ, которым все управляли, которым понукали, как хотели, что хотели, то делали.
Цель моих книг, она состоит в том, чтобы дать людям пищу для размышлений. Это не утверждение истины, это не доказательство какой-то правильности или неправильности, это просто размышление человека, который задумался и пришел к выводу, что не могла страна такая мощная, как Россия, возникнуть в IX веке, потому что археологический материал показывает, что древнерусские города, они возникли значительно раньше. То есть у нас более ранняя история, более сложная история. И зачем же нам в угоду кому-то ее упрощать, это совершенно не нужно. Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя. Но была ли летопись изначально правдива? И как перекроили рукопись потом? Есть позднейшие списки, а где оригинал? Возможно, списки древнейших рукописей находятся в глубоких подвалах, спецхране Ватикана, иезуитской библиотеки. Над учеными во все времена давлела политика. Искушение упростить или извратить историю всегда велико. Что досталось нам? Повесть временных лет Нестора, самый известный письменный источник. По мнению авторитетных специалистов, претерпел двукратную капитальную переработку и 5-кратное редактирование фрагментов. Многие архитектурные памятники Руси носят следы намеренного уничтожения тех примет, по которым можно определить их изначальное культурное содержание. Вера, именно католическая вера, то есть она уже трансформировала и образовалась как самостоятельная церковь. Это при папе Николае Великом, IX век. Уже началось разделение, полное разделение с греческой церковью. И вот тогда начались вот эти политические, я бы сказал, такие игры. То есть игры уже с Богом. То есть именем Бога стали руководить политики. И вот это вот политическое влияние, оно как раз и распространилось в конце концов на Москву. Была политика, которую составила Западная Римская Церковь, в частности. Это была политика, которая проводилась под названием инквизиция, то есть уничтожение той древности, того древнего слоя, культурного слоя, который принесло великое переселение народов. То есть вот это великое переселение народов, вот этот мощный демографический взрыв, который был на Алтае, он дал свои результаты. И этим результатом была великая страна, Дэшты-Кипчак. То есть речь идет о той самой прародине России, которой, в общем-то, у нас, о которой не принято говорить. Но почему не принято говорить? Стыдливость западных историков понятна. Откуда появились те якобы дикие шайки конных кочевников, которые на голову разбили непобедимые римские легионы? Мурат Аджи считает, мир не может признать, что на Алтае произошла самая ранняя в истории человечества военно-техническая революция. Здесь создали конницу как мобильную армейскую силу. Здесь научились выплавлять железо, а не мучительно выжигать из руды. Алтайцы вошли в век стали, пока для остальных народов железо было драгоценной редкостью. Понятно, нанести смертельный удар Римской империи была способна лишь хорошо вооруженная и организованная армия. Такую армию могло создать только мощное цивилизованное государство. Этого государства, по убеждению западных историков, на территории Руси быть не могло. Один единый народ, который назывался кипчаки. Отсюда название страны Дэшты-Кипчак, то есть степь кипчаков. Или же второе название, более полное, значит, Великая степь. То есть почему Великая? Да потому что этой стране платила дань вся остальная половина человечества. То есть это Западная Римская империя, это Китай, это Византия, это Иран.
Практически все страны мира платили дань этой стране. То есть это говорит о том, что речь шла не о диких кочевниках, речь шла о представителях высокой культуры, высокой цивилизации. И по сути дела это есть наши предки. То есть это есть предыстория нашей страны, о которой, к сожалению, мы очень мало знаем. То есть практически ничего не знаем. Знаем, что это дикое поле, знаем, что там дикие половцы были, которые грабили, унижали людей. Но не знаем о том, что все практически древнерусские города были построены тогда, в IV-V веке новой эры. Мы не знаем о том, что эти люди принесли веру. И это очень о многом говорит. Говорит в первую очередь о корнях нашей культуры. Говорит о том, что понятие России, понятие Русь – это более древние понятия, чем мы сегодня располагаем. Потому что корни этой культуры, которая сложилась на территории Восточной Европы, они уходят на Алтай. Скажем, всадник проходил от восточной границы до западной за 8 месяцев пути. То есть, естественно, эффективность управления была ограничена. И вот поэтому земли поделили на каганаты, где правил как бы наместник царя, то есть каган. Он был тоже из царского рода, как правило. Он был человек, который наделен был определенной властью, определенной силой. И вот решались вопросы коллегиально, то есть на общем собрании. И вот эта вот выборность демократическое, как бы сегодня сказали, демократическое начало привело к тому, что Дашты Кипчак представлял собой федерацию народов и ханств, каганаты. В этом состояли, потому что каждый каганат делился на свои ханства, на свои улусы, на свои юрты, то есть уже более деление внутреннее. И вот любопытно то, что проводится аналогия, просматривается аналогия, что сегодняшнее административное деление России, оно практически повторяет то устройство территориальное. Скажем, сегодняшний губернатор, он выполняет те же самые функции, что выполнял Каган. В своих исследованиях Мурат Аджи обращает внимание на факты, выпадающие из официальной истории. Древнейший собор в городе Юрьев-Польском. Такие барельефы сохранились на многих древних храмах, там, где их поленились уничтожить. Какое отношение эти образы имеют к христианству? Мурат Аджи пришел к выводу: храмы строились еще до христианства, были посвящены иной вере. Следы этой религии, они сохранились сегодня. Они сохранились практически, мы можем прочитать их в том же храме Василия Блаженного, в тех же кремлевских соборах, в различных церковных, староцерковных, точнее говоря, постройках. Барельефы и орнаменты в зверином стиле служили в древности родовыми тотемными знаками. У каждой орды была своя символика. Эта фирменная алтайская символика встречается не только на территории России. Множество памятников известны в Англии, Норвегии, Дании. Они появились там в эпоху великого переселения народов. Мурат Аджи считает, эти памятники связаны с ордынскими ханами, которые осели на завоеванных землях и стали родоначальниками современной западноевропейской знати. Кипчаки принесли в Европу свою духовную культуру и религию. Равносторонний крест бога Тенгри, известный по древним манускриптам, традиционным узорам ковров и археологическим находкам на территории Алтая, сохранился на архитектурных сооружениях Европы. Равносторонний крест символизировал лучи солнца, божественную благодать, осеняющую 4 стороны света. Такой крест издревле украшал щиты и лабарумы, стяги кипчаков. Совершенно явный символ солнца до сих пор можно увидеть на древнерусских храмах. Колокольный звон также пришел из веры Тенгри. Праздник начинали с удара молота по наковальне. Колокол, калык, кол на тюркском языке означает «моли небеса». То есть вот степняков пытались называть христианами, но они говорят: мы не христиане. Там были те же храмы, там были те же колокола, города просыпались под колокольные звоны. И вот дословный перевод с тюркского, если мы посмотрим, что означает слово «тюрк», то есть это душа, наполненная небом. Почему? Потому что они верили
значит, в Бога Небесного, знаком которого был равносторонний крест. И вот когда в мои руки попала уже икона еще которой более 2000 лет, то есть это археологический материал, и я вот увидел один из древнейших образов Бога Небесного и увидел то, что у него равносторонний крест изображен. То есть это мне стало понятно, что вот основная причина гонений на тюрков, создание теории пантюркизма, этой вражды, это именно направлено на то, чтобы мы не знали своей истории. Слушая, вдруг понимаешь суть. Мураду Аджи невыносимо больно, что величие страны Дэшт и Кипчак стерто из памяти человечества. Как случилось, что Великая Степь и народ кипчаков со своей культурой безвозвратно канули в прошлое? Куда делось Великое Степное племя? Где потомки грозного царя Аттилы? Завоевав полмира, кипчаки словно исчезли из истории. Улус за улусом покидали Великую Степь, превращаясь в иной народ, либо растворялись в другом народе. Душу Мурада Аджи будто гложут руны, письмена, выбитые на камне более 1000 лет назад. Это посмертное послание тюркского правителя Кюльтегина. «Ни небо, ни земля не разверзались, мор и глад не били нас. Так почему и кто, о тюркский мой народ, ответь, зачем и кто закон и власть твои к погибели подвел? Ты сам, народ, перед своей землей, перед Каганом, что хотел тебе служить, перед самим собой ты сам и согрешил. Ты выбрал для себя, как смертный жребий, зло. Ведь не пришел никто, закованный в броню, чтоб одолеть тебя, рассеять, взять в полон. Ведь не пришел никто, чей был бы меч острей, чтоб покорить тебя, согнуть, стереть с земли. О тюркский мой народ!» Быть может, прав историк Лев Гумилев. Каждый этнос рождается, развивается и умирает в отпущенный ему срок. Или же сломался некий хребет, который держал цивилизацию Великой Степи. Мурад Аджи считает, духовным стержнем была единая вера. Идея единства, идея конфедерации, союза народов, вот она как и проявлялась в каждом каганате. И вот это очень показательно, что людей отличали и различали не по признаку национальной принадлежности, а по признаку веры. И вот эта вот пословица, которая была: «Если веришь в Бога, то свой», то это было характерно для степи, характерно для вот этой, я бы сказал, прарусской культуры, то есть еще до Руси. Вот это был главный знак, то есть вера в Бога. У каждой орды была икона. Это тоже тюркское слово, между прочим, которое дословно переводится «открой душу», «говори истину». То есть это вот то, что обращено к тебе. И каждая орда имела свою икону. Икона эта называлась Умай. То есть то, что сегодня называется Богоматерь. И вот Донская икона, значит, Казанская икона, и можно дальше перечислять и перечислять. Это все как раз и отличало вот те самые орды. Вот эта вера, она позволяла жить в одной среде людям разных национальностей. То есть, понимаете, вот это очень важно понять. Это многонациональная Россия, она стала многонациональной, она стала в XIX веке, XX веке, когда разваливалась. А до этого же не было. И получается, что Московская Русь стала христианской в 1589 году. То есть до этого это была та самая единобожие, то самое тенгрианство, то самая вот степная вера, которая была. И вот считайте сами, то есть все вот те храмы, которые сегодня мы видим до конца XVI века, это все было вот той самой степной, принадлежало. Ну и, конечно, в первую очередь, даже не столько храмы, сколько люди, старообрядцы.
То есть это вот отсюда старая вера, отсюда деление новой веры, старой веры. То есть это все имело, оказывается, свои корни. Древние иконы и фрески сохранили религиозный канон, существовавший до XVI века – двоеперстие. Именно то двоеперстие, которое возникло в вере алтайцев. Однако эти образы очевидно христианские. Мурат Аджи сделал вывод – тенгрианство, его культовые и храмовые традиции легли в основу христианской веры. Если он прав, в старообрядчестве действительно могли сохраниться корни почитания бога Тенгри. Не в борьбе ли с остатками этого верования состояла суть церковной реформы патриарха Никона? Ведь основным внешним признаком старообрядчества было именно то, что крестились старообрядцы двумя перстами. Двоеперстие, вы понимаете, это тоже знак, которым крестился Алтай, еще древний Алтай. Когда мы говорим о двоеперстии, мы должны показывать вот эти два пальчика, вот они двоеперстия. Не те другие какие-то, а вот они два. Можно подделать рукописи, сбить фрески, сжечь манускрипты. Храм можно разрушить, но нельзя перестроить. Мурат Аджи утверждает, храмовая архитектура является самым красноречивым свидетельством истории. Именно то, что строилось до кончины Ивана Грозного, показывает картину религиозной жизни прежней Руси. Иван Грозный – последний царь, исповедовавший тенгрианскую веру. Говоря о Иване Грозном, здесь надо представлять себе, что это не был жестокий завоеватель, это не был, так сказать, вот тот самый Грозный, как мы его себе представляем. Ну, я почему на это обращаю ваше внимание? Потому что это враг номер один для Казани. Это враг номер один для тюркского мира, как сегодня представляется, что он хотел христианизировать Казань. Но дело в том, что Иван Грозный не был христианином. Это мы не можем понять никак, что Казанский хан и Иван Грозный, они были одной веры, тенгрианской веры. Казань XVII века, там практически одни храмы, там город храмов, там нет ни одной мечети. И вот это первый показатель. Второй показатель, не менее важный, там нет мусульманских кладбищ древних. Личность Ивана Грозного, она в первую очередь показательна тем, что это человек, который выступал против союза с Западом. То есть он все-таки оставался государственником, русским государственником. То есть он стоял на стороне Руси, Московской Руси в частности, за сохранение своей веры. Отсюда вот этот стоглавый собор, который он провел, он как бы реконструировал, обновил, усовершенствовал то, что было, но тем не менее сохраняло свое лицо. И вот это очень важно понять. Мурат Аджи уверен, последние нехристианские храмы строились при Иване Грозном. Самый известный из них – храм Василия Блаженного в Москве. Мы привыкли к виду храма Василия Блаженного. Но посмотрите, это же удивительно. Как ярко читается здесь идея веротерпимости. Каждая пристройка увенчана маковкой особой формы в собственной цветовой гамме. Храм выражал единство церквей, единство духа. Одна из его пристроек предназначалась для западной церкви, другая для албанской, еще одна для армянской. Была здесь пристройка для мусульман. Видите маковка, напоминающая челму? Сейчас это кажется странным, но дело в том, что храм строился во времена Ивана Грозного. Это выражало веру в единого Бога Небесного. Если мы посмотрим на центральную башню, то в плане мы увидим на фундаменте крест. На самой башне увидим восьмиконечную звезду. Вот они, знаки степи, ее культуры. Время щадит не только каменные постройки, но и мистическим образом сохраняет нематериальное. Язык, мифология, географические названия, народные сказания – все это оказывается удивительно стойким. Мурат Аджи видит тюркскую культуру во всем. Река Енисей, по-тюркски Энесай, мать-река, а Обь – Абе, бабушка, то есть бабушка-река. Города Орел, дорога на подъем, Брянск, главный, Саратов, Желтая гора, Симбирск, одинокая могила.
О чем говорят названия в Москве? Коломенская, прежняя Коломна, то есть охранение. Капотня, высокая трава. Кунцево, пристанище. Клобук, нимб, кадила, храм, монастырь, алтарь. Все слова тюркского происхождения. То есть у них, естественно, язык был. Какой, возникает вопрос, какой мог быть язык у людей, которые вышли из тюркской среды, и которые другого ничего не слышали? И вот как раз это говорит о том, что при Иване Грозном, до Ивана Грозного, это все был чисто, так сказать, тюркский народ, тюркская страна. Во-первых, о единстве языка между Московской Русью и Тюркской Османской империей, то есть у них был один язык, это были, в период Ивана Грозного. То есть, понимаете, они совершенно, это был один народ. И вот как раз, когда мы говорим, что Иван Грозный говорил на тюркском языке, говорил о том, что это все, это у Успенского написано. Но почему-то никто не хочет это читать. А это уже, в общем-то, прошло, слава Богу, почти целый век, как написано. И вот я думаю, что для многих будет удивительно, если я скажу, что та Московская Русь Ивана Грозного, Русь Рюриковичей, она ведь говорила на тюркском языке, богослужение в церкви велось на тюркском языке, и возникает естественный вопрос, а что же такое тюркское? То есть получается, это вот то родное, что мы рубим, что мы уничтожаем, что мы пытаемся от чего-то откреститься, а это и есть то наша плоть, которая, в общем-то, нам дана природой. Когда-то в Великой Степи был обычай посылать родственнику на чужбину не письмо, а пучок сухой полыни, как призыв к возвращению. Ему ты песен наших спой, когда ж на песнь не отзовется, свяжи в пучок емшан сухой и дай ему, и он вернется. Одна из последних книг Мурада Аджи построена как беседа с читателем. Она имеет грустный подзаголовок «Моя фолк-хистори горькая, как полынь». Сама книга называется «Дыхание Армагеддона». Встает образ грядущего суда истории, битвы добра и зла, расплаты за грех забвения предков. Читая, понимаешь, исторические эпохи живут для Мурада Аджи в том едином фантастическом времени, где прошлое и будущее существуют одновременно. Сегодняшняя Россия и древняя Великая Степь для него неразрывное целое. И вот все это говорит о чем? Говорит о том, что ведь и Золотая Орда, и Московская Русь – это сегодняшние земли России, то есть это, в общем-то, единый народ, единая культура, но которая сама себя разделила и поставила вот этот барьер неведения. То есть мы не хотим вас знать, мы не хотите нас знать. Мало того, что это незнание, а сейчас начинаешь понимать, что это осознанное, целенаправленное действие третьей страны, который тебя заводит в этот тупик, который тебя заводит, и тебя, в смысле страну, заводит в этот тупик. И ведь меня поразило, что же, начиная со времен смуты. То есть Россия огромная, богатая страна, но жила всегда нищей, то есть народ крепостной, крепостное право. И все материальные ценности, все богатства, они переходили на Запад. И вот это сегодня продолжается то же самое, то есть утечка финансов, утечка мозгов, утечка различных культурных, художественных ценностей, все это идет туда. Почему? Да потому что накатанная дорога, то есть это уже столбовая дорога, которая ведет из недр России на Запад. Завершая наш разговор, мы еще раз вернулись к той теме, с которой начали. Ради чего умер ученый, географ Мурат Аджиев и родился писатель Мурат Аджи? И вот я думаю, если мои книги как-то изменят наше представление вот о своем прошлом, о том, что мы перестанем стесняться того, что мы дети Великой Степи, что если мы будем знать о том, что наши предки создали великое государство, это Великая Степь, государство, которому платила дань Римская империя, Византия, Китай, другие страны, это было самое мощное, самое сильное государство. И вот здесь
это совсем по-другому будут уже люди смотреть на сегодняшний день, потому что уже история обретает совершенно другие качества, и становится понятным, кому невыгодно было то, что мы были так сильны, кому невыгодно то, что мы были настолько высококультурны, что дали миру ту цивилизацию, которая сегодня располагает, но уже без нашего участия. Потому что нам сделали историю с IX века, нам сделали историю, значит, зависимую и от Рима, и от Греции, и от других стран. И вот то, что сегодняшнее копирование, это как бы проявление нашего невежества, нашего исторического невежества, нашей неграмотности. Причем эта неграмотность обидна тем, что мы не знаем сами себя. Мы не можем прочитать то послание предков, которое нам дали. Вот если мне удастся как-то в своих книгах вот раскрыть эту страницу из нашей истории, я полагаю, что тогда можно считать, что работа удалась. Письма, которые получает Мурат Аджи от читателей, по его словам, дают новые силы для работы. Здравствуйте, Мурат Эскендерович. Читаю вашу книгу «Дыхание Армагеддона». Пока могу только сказать, что много горечи, и все же хочу поддержать вас доброй завистью. Вы озарены светом Тенгри и потому счастливы, ибо вы избранный. С уважением, Бахыт Кайрбеков. Февраль 2007 год. Мифотворчеству вопреки. Мураду Аджи. Я пишу свои книги, страдая. Чем мне горечь души утолить, если правда давно не святая, и во лжи всем приходится жить? Археолог вскопает лопатой глянец лжи, но паркетный лакей все, что скрыто в курганах горбатых, постарается спрятать в музей. И угодливо смолкнет запасник. Только я, сумасшедший фанат, нет, счастливец в истории страстной, озаренной искомым величием дат. Мне не надо придумывать нечто. Все, что вызнал полынной травой, глянец лжи, прорывая беспечный в книге каждой, как пламень живой. Да, сгорает в огне саламандра, и про рукописи зря говорят. Не хочу быть безумной Кассандрой, но костры всем правдивым сулят. Мы не любим уроки и знания, мы с рождения мудры на века, задолбив на зубок в свою память горе, горе всегда от ума. Нет, я счастлив, нарушивший вето. Кто есть я, вопрошаю себя. Прорастает сквозь горечь ответов родословная гордость моя.